Григорий, добрый день. Да, добрый день. Сейчас вроде бы озвучиваются решения, чтобы утроить бюджет на тушение пожаров в России. Как вы на это смотрите? Поможет ли такая ситуация, например, для Якутии? Достаточно ли этого утроения? Ну, вопрос борьбы с пожарами — это действительно во многом вопрос финансирования. Финансирование, на самом деле, всех переданных лесных полномочий. То есть это не только непосредственно борьба с пожарами, это вообще ведение лесного хозяйства, осуществление всей лесной охраны, потому что только в условиях, когда нормально ведется лесное хозяйство, когда рационально используются леса, там есть люди, есть техника, вот в этих условиях можно строить нормальную охрану лесов. Поэтому надо говорить не только о лесной охране, а обо всех переданных полномочиях, потому что у нас федеральный лес, за него отвечают регионы, и регионы в виде субвенций получают эти деньги. И уже много лет идет разговор о том, что вот эти полномочия в несколько раз недофинансированы. Сейчас оценки Рослесхоза, мне кажутся абсолютно правильными и разумными, то есть вот если сейчас финансируются эти полномочия в масштабах страны примерно на 30 миллиардов в год, то минимальная потребность больше 90 миллиардов в год. Поэтому вот это увеличение в масштабах страны, оно необходимо, оно давно назрело. Тем более, что пожары в условиях меняющегося климата становятся все более опасными, легче возникают, легче расходятся на большие площади. Но в 3 раза на всю страну это все-таки очень такие общие обобщенные цифры, потому что во многом ведь вопрос еще и в методике распределения этих денег. И в настоящий момент эта методика кажется не очень рациональной и очень несправедливой по отношению к малонаселенным регионам. Потому что Якутия, например, самый крупный российский регион с, наверное, самыми пожароопасными лесами, по крайней мере, на таких площадях, с преимущественно авиационной доставкой людей и техники, получает, на 2 порядка, в 100 раз меньше денег на единицу площади, чем густонаселенные российские регионы. Если густонаселенная часть страны получает примерно 180 рублей на гектар, это тоже мало, это как раз в 3 раза надо увеличивать, то Якутия получает 6 рублей на гектар. Поэтому, если говорить обо всей стране, то увеличение в 3 раза — это необходимый и очень правильный шаг. Если говорить о Якутии, то должна меняться еще и методика, потому что денег надо значительно, в десятки раз больше, чем есть сейчас, для того, чтобы эти переданные полномочия хорошо исполнялись и чтобы мы могли эффективно охранять все леса, а не только то, что примыкает к населенным пунктам. Как, по вашей оценке, кадрово и финансово должна быть усилена группировка в Якутии? В настоящий момент, если я не ошибаюсь, в Якутии своих парашютистов, десантников пожарных, то есть тех людей, которые в первую очередь реагируют на лесные пожары, всего около 200 человек. Этого, конечно, недостаточно для такого огромного региона, и численность должна быть увеличена в десятки раз. То есть речь должна идти о нескольких тысячах профессиональных кадров, плюс, конечно, дополнительно квалифицированные работники лесозаготовительных организаций, добровольцы в сельских поселениях, потому что при такой территории только государственными силами справиться нельзя. Я знаю, что в Якутии развито и развивается дальше пожарное, в том числе добровольчество, и пожары этого года, они очень многих не оставили равнодушными. Я думаю, что много людей останется в этой деятельности и будет также помогать. На тех пожарах, где мы работали, тоже были местные добровольцы, причем совершенно искренне заинтересованные местные жители, которые и днем, и ночью приходили нам помогать и неплохо разбирались в том, как, собственно, тушить пожары в этих условиях. Поэтому вот это сочетание, существенное увеличение профессиональных лесных пожарных, это прежде всего летчики-наблюдатели, парашютисты пожарные, десантники пожарные, плюс усиление сельского пожарного добровольчества и вклад лесозаготовителей, все это вместе может дать хороший результат. Понятно, что все равно останутся территории, которые будут труднодоступны, которые будут гореть. Якутия не сможет полностью все леса тушить на своих пространствах, но сократить зоны контроля, зоны практически неохраняемых лесов можно только если вот эти все изменения произойдут. Но здесь вопрос не разовых денег, это всегда вопрос регулярных денег, потому что невозможно на сезон внезапно сейчас, когда разгорелось, откуда-то взять профессиональные кадры. В них надо вкладываться, их надо находить, их надо обучать, мотивировать, чтобы молодые, инициативные, образованные люди оставались в профессии. Для этого нужны стабильные зарплаты, для этого нужна хорошая страховка, для этого нужно хорошее снабжение, в том числе материально-техническое, чтобы было на чем летать и на чем ездить, чтобы было чем тушить. Это все вопрос регулярного финансирования, поэтому разовых денег, которые сейчас выделяют, точно не хватит, чтобы эту проблему решить. Поэтому если это будет регулярное выделение субвенций, значительно больших, чем сейчас, вот тогда Якутия сможет хорошо охранять свои леса.
А как вы оцениваете деятельность этих 200 человек, которые работают сегодня в Якутии? В последнее время приходит на ум сравнение с эти 200 парашютистов-десантников пожарных, это как 300 спартанцев в Фермопилах. Только Фермопилы — это маленький горный проход, а Якутия — это огромная, можно сказать, страна по размерам. Поэтому, на самом деле, в Якутии очень профессиональные кадры. Они сталкиваются со сложнейшими пожарами каждый год, и каждый год их тушат. И все остальные подразделения, в том числе Федеральной авиасохраны, рассказывают, как они тоже летают в Якутию и рассказывают о своем якутском опыте. У ваших сотрудников этот опыт постоянный, ежегодный свой. Поэтому это очень высококвалифицированные, хорошо подготовленные парашютисты и десантники пожарные. Но их очень мало. И их заставляют фактически совершать подвиг каждый год, тушить пожары на таких территориях, на таких площадях, которые вообще-то таким составом тушить неправильно. Вот сейчас в Московской области на одном пожаре собирается больше пожарных, чем во всей Якутии есть профессиональных лесных пожарных на все якутские пожары. Это несправедливо, это неправильно. Вы принимали участие в тушении пожара в национальном парке Ленские столбы. Сейчас, по данной информации, на сегодняшний день там 2 очага, они вроде бы локализованы, и очень большая территория, да, там? Мы принимали участие, в том числе согласованные по просьбе Министерства природных ресурсов и руководства самого национального парка, потому что в пиковый период было очень много одновременно действующих пожаров. Вот наш пожар был по сквозной нумерации 9-й по счету, к этому времени уже было 11 с начала сезона пожаров, сейчас их еще больше. И получалось, что даже при высокой концентрации сил на самом деле полетели в Ленские столбы помогать со всей страны. И подразделения Федеральной авиасохраны, и региональной авиабазы. И это колоссальные затраты, конечно, которые нес национальный парк, Якутия, для того, чтобы спасти эту территорию. Но территория все-таки визитная карточка республики и объект всемирного наследия, то есть территория такого общепланетарного значения. Поэтому, конечно, хотелось помочь. Наша группа — это был сводный отряд, это группа, собранная из сотрудников разных заповедников и нацпарков со страны, вперемешку с добровольцами из профильных организаций. Но это были самые квалифицированные, самые подготовленные люди, которых мы смогли найти. И за средства Greenpeace, но при организационной поддержке Федерального министерства природных ресурсов направить на оказание помощи. Нам достался один из пожаров в Ленских столбах, самый маленький, надо сказать, к тому моменту. Но на самом деле тушить пожары и надо, когда они маленькие. Это если не повезло, если не поймали, вот тогда приходится работать с крупным пожаром. И в конечном итоге он был остановлен на площади 1000 гектаров. Это много для национального парка, но, к счастью, удалось хотя бы на этой площади его остановить благодаря местным жителям, которые помогали в первые дни. Там фактически к нашему прибытию работал один инспектор национального парка, других сил там на этом пожаре просто не было, некого было туда отправить, уже все силы были задействованы. Работало несколько местных жителей, которые просто добровольно помогали тушить эту территорию. Потом прибыл наш сводный отряд, вот там 12 человек. Мы смогли остановить на решающих направлениях этот пожар. Прибыли силы Федеральной авиасохраны, региональной авиасохраны. Вот с нами работала Читинская авиабаза, потрясающе работали. На самом деле, вообще авиасохрана — это очень достойная профессия, в которой люди очень недооценены в нашей стране. Вот впервые про них кино сняли. Можно про него много спорить, но их хотя бы впервые вообще показали. А так это очень незаметная, но очень важная и очень такая высокопрофессиональная, интересная работа. Вот бойцы, которые с нами работали, сотрудники Читинской авиабазы, 13 часов непрерывного копания минполосы, 1,5 километра по камням в горной местности с огромными подъемами, с горящими завалами, разобрали и пропилили для того, чтобы этот пожар остановить. Практически безостановочно, далеко сверхурочно, сверх того времени, за которое им заплатят деньги, для того, чтобы остановить пожар в Ленских столбах. Поэтому тут, на самом деле, вклад был с разных сторон, и все участники, которые там работали, они делали все возможное для того, чтобы эти пожары остановить. В итоге из всех пожаров, которые там действуют, да, на сегодняшний день действует 2. Один из них, насколько мы понимаем, надежно локализован, а второй, самый крупный пожар, ЛП-5, 5-й по сквозной нумерации в этом году в парке, к сожалению, развивается на очень большой площади, остановить его пока не получается. Был он локализован, но из-за ураганного ветра перебросился через прокопанные полосы, сейчас продолжает развиваться. Очень надеемся, что уже и погода скоро поможет, но все-таки уже вот это бесконечное по протяженности лета с рекордными значениями, рекордными площадями пожаров должно закончиться, поэтому очень ждем дождей, очень ждем снегов на
севере, чтобы наконец уже начать заканчивать эту работу и подводить итоги. Вы говорили именно про этот пожар, да, который может войти вообще в книгу рекордов Гиннесса? Нет, этот пожар, к сожалению, на фоне крупных якутских пожаров не самый большой. Он очень большой для национального парка. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Надо сказать, что она усугубляется тем, что очень большие площади повреждены сибирским шелкопрядом, то есть очень много леса поврежденного. Тушить его особенно сложно. Он очень горячо горит, очень много деревьев, которые падают. Поэтому вот эти климатические изменения, от них уже никуда не денешься. С каждым годом горит все дольше, с каждым годом все более сильные засухи, меняются ареалы вредителей. В этих условиях молнии зажигают больше, чем они зажигали до этого. Плюс всегда добавляется человеческий фактор. К сожалению, Якутия тут тоже не исключение. Несмотря на низкую плотность населения, все равно есть костры, есть окурки, есть сжигание порубочных остатков, есть весенние традиционные выжигания, которые часто без контроля все-таки местные жители проводят. Поэтому здесь есть что исправлять и в этом смысле. Но в нынешних условиях все эти пожары становятся еще более опасными и более крупными. И вот самый крупный пожар, который сейчас в Якутии действует, он действует примерно в 100 километрах от столицы региона, его площадь суммарная сейчас составляет 1,5 миллиона гектаров. 1,5 миллиона гектаров — это территория среднего государства в масштабах, наверное, планеты. Это один из якутских пожаров. Он объединил много, то есть это крупный пожар, который поглощал и присоединял к себе небольшие пожары, которые действовали в этом регионе. Он, конечно, не сам по себе там существовал, но начался он с чего-то маленького. В этих условиях он достиг огромных размеров. Возможно, он станет, он точно стал рекордным в этом году и вообще за всю историю 21 века. И, возможно, он станет рекордом вообще за всю историю человечества, как самый крупный пожар, который мы знаем. Вот с ним сейчас конкурируют несколько исторических таких легендарных пожаров, как так называемый Большой пожар или Великий пожар в Соединенных Штатах Америки в 19 веке, если не ошибаюсь. Но похоже, что каждый год у нас такие рекорды возможны. Вот этот год стал рекордным и по общим площадям, и по самым крупным пожарам. Но похоже, что климатические условия меняются, нам надо просто адаптироваться и готовиться к этим вызовам. То есть, конечно, надо бороться с изменениями климата, и борьба с пожарами — это тоже борьба с изменениями климата. Выбросы от пожаров огромные. Но к этим пожарам уже надо адаптироваться, поэтому без увеличения численности и финансирования лесной охраны мы никак не обойдемся. И Якутия, конечно, один из регионов, который в первую очередь нуждается в таком усилении. Если возвращаться тоже к Ленскому парку, к Ленским столбам, возможно ли восстановить этот лес? На основной площади, пройденной огнем в России, лес будет восстанавливаться и будет восстанавливаться сам. Не везде рациональна посадка леса. Я бы сказал, что скорее исключение там, где стоит сажать какие-то леса специально целенаправленно, потому что лес все равно будет восстанавливаться. Кроме южной и северной границы, то есть на севере может быть такое, что лес не восстановится, он более уязвим. Там на юге тоже с изменениями климата приходят либо степи, либо даже пустыни. Но на лесных пространствах лес в основном будет расти сам, и в национальных парках, в заповедниках, как правило, этому процессу дают идти естественно, чтобы наблюдать за тем, как лес после пожаров восстанавливается. Сажать есть смысл лес, то есть искусственно восстанавливать, в тех случаях, когда мы хотим добиться определенного породного состава, потому что какой-то лес вырастет сам. Если мы хотим именно вот этот породный состав, вырастить именно сосну, или именно лиственницу, или именно ель, вот тогда мы можем специально посадить этот лес, но тогда за ним надо ухаживать. Если за ним не ухаживать, не проводить прополки, потом осветление, рубки ухода, то, скорее всего, результата не будет. Это будет просто красиво проведенный праздник по посадке леса, который кончится тем, что все равно травой, а потом березой забьет все те посаженные саженцы, в которые вложено много труда и денег. Кроме того, сгорает лес у нас намного больше, чем мы способны посадить. Поэтому, если выбирать, во что вкладывать силы, я бы сказал, что гораздо рациональнее, особенно для Сибири и для Дальнего Востока, вкладывать силы в борьбу с пожарами, потому что сохраним леса, в том числе уже готового взрослого леса, в том числе, где можно вести заготовку древесины, мы сохраним намного больше, чем будем способны вырастить вот такими, ритуальными посадками, когда это делается для обеспечения некого внешнего интересного процесса, но без конечного результата. А там, где лес сажаем, за ним надо ухаживать. Тогда надо закладывать и бюджеты, и силы, и время на его выращивание. Плюс в России есть огромный потенциал выращивания и использования леса на использованных, на брошенных когда-то сельскохозяйственных землях. У нас десятки миллионов гектаров заросли лесом, который мы не используем и который мы даже уничтожаем. Сейчас законодательно заставляют собственников уничтожать лес, который вырос на когда-то заброшенной пашне. Это глупость, это тоже надо исправлять. И на самом деле
Если мы будем сохранять эти леса, если мы там будем вести на хороших плодородных землях, на которых уже вырос лес, будем вести нормальное лесное хозяйство, возможно, нам гораздо меньше понадобится заготовки леса в дикой тайге, куда мы приходим. А куда мы приходим, мы всегда приносим пожары. Пожары во многом летом особенно возникают именно там, где ведется заготовка леса. Вот сейчас мы ведем исследования в Иркутске, в Красноярском крае. Большинство пожаров, больше половины, возникает на вырубках. Поэтому, ну, это всегда связанные вещи. Почему мы с вами начинали с... Но это не черные лесорубы, Это да? не черные лесорубы, это легальные, обычные лесозаготовители, работники которых просто немножко экономят деньги, немножко экономят солярку. Им удобнее сжигать сейчас, когда древесина лучше горит, чем зимой, когда она будет гореть плохо. А зимой, если они не сожгут, их потом накажут за неочищенную лесосеку. То есть, на самом деле, есть решения для региональных властей, достаточно дешевые, достаточно простые, которые могут сократить количество пожаров. И это касается и поведения людей. Вот в Карелии, например, мы только что тушили почти все пожары от костров. Очень посещаемая территория, очень много туристов. Туристов в широком смысле, сейчас на меня туристы еще обидятся. Вот они всегда костры тушат. Не всегда. И туристами себя считают самые разные люди. Вот в Карелии в условиях летней засухи не бывает безопасных костров. Хотите отдыхать, берите газовую горелку. Или стройте такую инфраструктуру, это уже скорее к властям, которая позволяет безопасно использовать там уголь для приготовления пищи. Ну вот как в Финляндии какие-то домики, специально подготовленные места. Вот тогда будет меньше пожаров. Это не так дорого и сложно, по крайней мере, не так дорого, как тушить пожары. С лесозаготовками то же самое. Уберите сжигание порубочных остатков, либо штрафуйте, либо контролируйте, либо просто перестаньте требовать вообще сжигания порубочных остатков. И, скорее всего, количество пожаров сократится в разы, а когда мы в несколько раз сокращаем количество пожаров, ну, тут у нас высвобождаются силы, особенно если мы их дополнительно финансируем, снабжаем, обучаем, для того, чтобы тушить то, что горит. Пожары все равно будут. Люди все равно будут ходить в лес и будут в каком-то количестве устраивать пожары. Молнии все равно будут бить. Условия климатические против нас. То есть пока условия меняются, во всем мире мы видим рост пожаров. Это не только российская беда. Поэтому здесь надо и заниматься профилактикой, а для этого точно знать, почему горит. И расследовать, исследовать эти причины. И, конечно, вкладывать деньги в борьбу с пожарами и финансировать лесную охрану. Ну, я, наверное, в продолжении вашей мысли, да, что нужно проводить работу с населением. Обязательно. Это вообще важнейшая составляющая. Она касается всех регионов. Понятно, что менее населенные регионы, там в чем-то даже сложнее работать, потому что меньше охват интернета, меньше охват через традиционные СМИ, больше доверия друг к другу, к своим родственникам, к каким-то традиционным способам обмена информацией. Но на самом деле поведение людей — это прям ключевой фактор в проблеме пожаров. У нас 9 из 10 пожаров в любом регионе возникает по вине людей. Даже в малонаселенной местности есть люди, которые жгут траву, которые используют костры, которые бросают окурки. Разные традиции в разных регионах. Где-то больше принято тушить костры, где-то совсем не принято их тушить. По-разному бывает. Но на самом деле люди, которые небрежно относятся к костру, есть в любом регионе. И из местных, и из приезжих. Это вот повсеместно. Везде, где мы бываем, мы видим непотушенные костры, и от них вот черная дорожка углей, и тут же начинается лесной пожар. Лесозаготовки то же самое, это применение огня людьми. Весной весенние и осенние поджоги травы — это традиция, от которой тоже надо давно отказываться. Ну, в 21 веке живем, в космос летаем, но уже вот эти технологии подсечно-огневого земледелия, от них надо постепенно уходить. Тем более, я понимаю, что где-то это традиционные практики, но ситуация меняется. Если сотни лет назад использовали огонь, потому что других способов не было, техники не было, агрокультура была совсем другая, и климатические условия были другие. Но сейчас, вот в тех условиях, когда сейчас, как говорится, от неосторожного взгляда загореться может. Нет сейчас времени в году, когда можно заведомо безопасно выжигать. Поэтому те регионы, где вот эта традиция принята, это почти все российские регионы, начиная прямо вот с Московской области. Вот, казалось бы, вот центр здесь, интернет-технологии, ну, как бы, да, все богатство сосредоточено здесь вокруг столицы. Люди выжигают траву каждый год. Я уже не говорю про регионы с более развитым там сельским хозяйством, лесным хозяйством и так далее. И 9 из 10 пожаров по вине людей, это значит, что в 10 раз мы можем снизить количество пожаров, если мы с вами эффективно поработаем с населением. Я думаю, что здесь ваша роль как журналистов, она может быть выше, чем роль пожарных, которые тушат, потому что мы можем предотвратить пожары. И в тех регионах, где мы видим изменение мнения, а вот последние несколько лет мы специально проводили всероссийские опросы, региональные опросы, для того, чтобы узнать, как люди относятся. Влияют они на пожары, не влияют, от их костров, от их привычки поджигать траву, что-то зависит или не зависит. Там, где мы увидели сдвиг мнения за счет социальной рекламы, вот, да, узнав, насколько люди
не связывают свои действия с пожарами, мы организовали вместе с Рослесхозом, с МЧС всероссийскую информационную кампанию «Останови огонь». Подтянули даже лучших мультипликаторов, лучшие детские мультфильмы, фиксики, смешарики. Вот наработали большое количество качественного контента. В тех регионах, где мы увидели сдвиг мнения людей, люди перестали поджигать траву или там, да, задумались о том, что их действия связаны с пожарами, и поняли, как звонить, как надо вызывать пожарных. Вот где мы это видим по опросам, там мы видим снижение горимости весной. Ну, весной просто 100% пожаров именно по вине людей, и эти пожары рядом с людьми. Меня это как специалиста, как профессионала вот в пожарном деле очень обнадеживает. Это значит, что мы реально можем влиять на поведение людей. И это прям непаханное поле. И этим, конечно, надо заниматься, что не отменяет помощи лесной охране и усиления лесной охраны. То есть, конечно, тушить все равно придется. Но и профилактика — это, пожалуй, ну, вот не менее важная составляющая. Надо знать, почему и где горит, и снижать количество пожаров, а то, что не смогли снизить, тушить на ранних стадиях. Не когда оно разгорелось, не когда дым на Северный полюс или в соседние страны пришел, а когда это маленькие незаметные пожары, которые местными региональными силами тушатся. И эту функцию очень трудно кому-то передать. Сейчас много разговоров, давайте заберем у регионов полномочия и отдадим их федералам. Ну вот, например, Якутия — это особенно странно звучит, потому что ну, ни одна здравомыслящая федеральная структура не возьмется потушить Якутию по цене 6 рублей за гектар. То есть если они возьмутся, то совсем за другие деньги. Но если совсем за другие деньги, так лучше оставить эту функцию региона. То есть надо не полномочия отбирать, а надо денег дать. И вот тогда уже смотреть, получается ли, оптимально ли получается эту охрану выстроить. Как вы оцениваете действия властей Якутии вот в этой сложной ситуации с пожарами? Ну, я бы сказал, что региональные власти, на мой взгляд, насколько я могу судить вот по всем заявлениям, сообщениям, по тому, как реагировали, сделали все возможное в условиях, когда сил заведомо не хватало. То есть, на самом деле, Якутия была обречена сгореть, она была обречена законом о федеральном бюджете 2021 года. То есть, еще в прошлом году депутаты, федеральные, правительство подготовило бюджет, депутаты приняли бюджет. Вот когда был принят бюджет, по которому денег выделилось ровно столько же, сколько в предыдущие годы, при плохих погодных прогнозах, при понимании острого дефицита средств, особенно для таких малообеспеченных регионов, вот в силу несовершенства этой методики, как Якутия. Фактически, ну, вот, принятие бюджета на 2021 год, то есть еще осенью прошлого года, можно было заранее сказать, Якутия точно будет очень сильно гореть. Дальше все зависело от погоды, по большому счету. И я знаю, что региональные власти принимали шаги, в том числе к тому, чтобы тушить даже в зонах контроля. Я помню заявление, в том числе главы республики, о том, что мы постараемся тушить все пожары. Неважно, это формально зона контроля, где можно не тушить, или это охраняемые леса, где необходимо тушить. Мы попробуем тушить и там, и там. И я видел, что на начальном стадии, пока начинались пожары, да, были попытки тушить все и не допустить крупных пожаров. Но эти попытки были обречены на провал, потому что сил ограничено. Когда у вас всего там 200 человек в распоряжении, ладно, можно кого-то мобилизовать, подтянуть какие-то резервы, но этими силами невозможно закрыть все возникающие пожары. И когда все силы были заняты, возникали новые пожары. И когда новые пожары возникают, неизбежно принимается решение об отказе. Да, мы не сможем тушить этот пожар, иначе мы не спасем населенный пункт. Получается, что все силы завязли в пожарах, защищая населенные пункты, защищая важные объекты, в том числе национальный парк. В результате несколько сотен пожаров оказались так называемыми пожарами-отказниками, по которым было принято решение, нам не на что их тушить. Это не потому, что они должны гореть, а потому, что нам не на что их тушить. И потом начали подтягивать дополнительные силы. И на самом деле, к моменту вот нашего прибытия в Якутию, вообще все силы в России, то есть все силы Федерального резерва, все силы региональных авиабаз, все свободные люди были задействованы на пожарах, либо в своих регионах, либо в Якутии. То есть буквально ни одного свободного человека не оставалось. Но пожары уже разрослись до такого размера, потому что на ранней стадии, на первых часах, первых днях их развития их не смогли потушить. Что, собственно, даже этими силами уже не получилось ситуацию удержать, получилось спасать только отдельные населенные пункты. То, что удалось допустить минимальные потери по населенным пунктам, это большая заслуга пожарных. Ну, и региональных властей, и федеральной помощи, и добровольцев местных, которые участвовали. Потери не так велики, как они могли бы быть. То есть пожарные свою работу честно делали. Особенно лесные пожарные, в первую очередь, которые принимают основной удар на себя. Хотя потом подключились все, и МЧС, и Минобороны, и на самом деле помощь со всех сторон приходила. Но ситуация заведомо по площадям пожаров, по задымлению, которое идет, и в том числе теперь, да, подрывает здоровье людей в разных городах. Ситуация была проиграна еще осенью прошлого года, еще задолго до того, как пожары начались.
Может ли переломить ситуацию дождливая погода? Однозначно, да. Сейчас главная надежда, которая у нас есть по снижению задымления, это, конечно, дождь, снег, то есть это переход на обычную осеннюю погоду для Якутии, для севера Иркутска, Красноярска. И мы надеемся, что в течение недели, 2 недель все-таки этот перелом произойдет. Все-таки, изменения климата, я надеюсь, еще не настолько сильны, чтобы мы прям до конца августа горели. Традиционно, обычно, по всем графикам, которые мы строим за предыдущие годы, сейчас должен пойти на спад вот этот пожарный эпизод, но, к сожалению, пока еще держится антициклон, пока еще держится устойчивая погода, и тут тоже надо понимать, что очень сложные связи погодные, то есть кроме того, что глобальный климат поменялся, и он уже точно поменялся среди пожарных, уже нет скептиков, которые говорят, нет, это выдумки ученых, нет, вот я больше 20 лет тушу пожары, я вижу, как удлиняется пожароопасный сезон с каждым годом, как меняется цикличность, как последние годы мы видим непрерывные катастрофы одна за другой, как горят те регионы, которые раньше не горели, мы выезжали в этом году, в том числе заповедник тушить на склонах Урала, где, всегда дождь. Это самое дождливое место вообще на свете. Там пожар от молнии, который возник, и все было сухое, как порох, и горело. Поэтому климатические общие вещи изменились, но на самом деле еще и крупные пожары влияют на погоду сами. То есть как только у нас крупный пожар или крупный эпизод с пожарами в каком-то регионе, в том числе в Якутии мы наблюдаем такое, вот дым от этих пожаров и разогретый воздух начинает формировать условия, в которых туда не может пройти дождь. Синоптики нам говорят, завтра должны быть дожди, через неделю должны быть дожди, а эти дожди выливаются на соседние регионы. Они упираются в эту вот шапку разогретого воздуха с дымом, и получается такой мощный блокирующий антициклон, еще более блокирующий, еще более устойчивый, чем он мог бы быть без пожаров. И получается, что пожары поддерживают условия, чтобы они сами горели. Это провоцирует наводнения в соседних регионах и усиливает пожары в том месте, где они горят. Кроме того, в этом году мы наблюдали, а до этого я бы сказал, что мы это видели скорее в Австралии или в Соединенных Штатах. Еще одно любопытное явление — это огромные облака, которые образуются над самим пожаром, так называемые пожарные облака или пирокумулюсы. Когда пожар провоцирует образование грозового облака, в котором влаги мало, дыма много, оно такое грязно-серое, высотное, большое кучевое облако, в котором большая разница потенциалов, и оно разряжается сухой грозой и вызывает новые пожары. То есть пожары устраивают новые пожары. Как только мы с вами упустили ситуацию, не потушили вовремя, пожары начинают устраивать такую погоду, которая им нравится, а нам не нравится. Поэтому пожар надо потушить вовремя, на первых квадратных метрах, на первых гектарах. Для этого региональные власти должны обладать достаточными ресурсами. То есть все опять упирается к уровню субвенций, поэтому будем надеяться, что обещания и заявления, которые сейчас делаются, они все-таки приведут нас к реальным изменениям. Спасибо, Григорий, за беседу. Спасибо вам.